Продолжается череда образовательных мероприятий к перекрестным дням культуры Германии в Ингушетии. Жители региона знакомят с мастерами живописи, писателями, лингвистами, видные представители немецкой культуры. Сегодня провели открытый урок в гимназии Карабулака. Подробнее в следующем материале. Что вы цените в людях? Что главное в жизни? Эти недетские вопросы ребята задают преподавателю на немецком языке. Учитель Эрсбле специально приехал из Германии к ингушским немцам. Так в кругу лингвистов называют изучающих этот язык. Отвечая на вопросы, Эрсбле разъясняет ошибки в построении предложения, исправляет произношение. Таким образом, через живой диалог с носителем языка учащиеся Карабулакской гимназии развивают свой немецкий. Чуть-чуть передать то, что я думаю, мою любовь к немецкой литературе и культуре тем людям, которым интересно. Я очень многое изучила от ингушей, тем, что они мне рассказывали о их культуре и традиции. Раньше уже, если я здесь побывала, и теперь мне это делает большое удовольствие чуть-чуть давать обратно то, что они мне рассказывали. Дни Германии в гимназии не ограничились одним лишь правильным произношением немецкого языка. Говорили о культуре и о политике. Больше всего из рассказов о Германии ребят впечатлил родной город педагога Баден-Баден. Ребят интересовала система образования в Германии, насколько она похожа на российскую. До окончания школы еще 4 года, а Мадина Костоева уже думает, как поступить в немецкий университет. Учиться, учиться и еще раз учиться. Помогут лишь высокие баллы, говорит госпожа Эрсбле. Она очень творческий человек, любит историю, про культуру. Также мы задавали ей разные вопросы, рассказали стихотворение. И этот урок мне очень сильно понравился. Я запомню его, пожалуй, на всю жизнь. Жизнь русских иммигрантов в Германии, особенности менталитета немцев в различных областях страны, традиции, обычаи и музыка. Урок получился разнообразный, насыщенный, настолько, что ребята даже не заметили, как вместо обычных 40 минут просидели в классе 1,5 часа. Не нужно замыкаться в себе. Многообразие культур мотивирует детей на расширение кругозора, уверена Лейла Чемурзиева. Понравилось, как госпожа Эрсбле рассказывала о той традиции, что у них в Германии существует такая традиция, что каждая семья имеет свою музыку, и притом классическую музыку. И эта традиция, она говорит, постепенно сейчас начинает исчезать, к сожалению, из-за появления вот этих гаджетов, которые у нас существуют. Но до сих пор она существовала и очень нравилась. Дни Германии в Ингушетии начались 23 октября. В насыщенную культурно-образовательную программу проекта вошли книжные выставки, круглые столы с привлечением молодых писателей Ингушетии, литературные встречи и многое другое. Хайди Мальсагова, Муса Хамхоев, Новости 24.